Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. Дорожная авария с участием мототранспорта под управлением детей. В Иглинском районе зарегистрировано ДТП с участием сразу 4 транспортных средств. Есть пострадавшие. В Уфимском районе произошел смертельный случай наезда на пешехода. В Башкортостане провели Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Автохамы на дорогах республики. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Во время летних каникул учащаются дорожные происшествия с участием мототранспорта под управлением детей. Республиканская госавтоинспекция призывает родителей хорошо подумать, прежде чем покупать своим детям опасное транспортное средство, ведь последствия могут быть непоправимы. Так, в вечернее время в Буздякском районе при подъезде к деревне хозяйства за год скота 12-летний местный житель без водительских прав за рулем мопеда марки «Вента» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в больницу. Известно, что несовершеннолетний управлял без мотошлема. Отец купил ему мопед для выпаса скота. Теперь родителю грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав. А в Абзелиловском районе во время маршрута патрулирования сотрудники ДПС заметили подозрительную автомашину. Как выяснилось позже, за рулем автомобиля со странным маневрированием был 15-летний местный житель. Инспекторы, заметив неладное, пустили следом за автомобилем ВАЗ-2110. При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем находился ученик 9 класса местной школы. Он без ведома родителей забрал машину с гаража, чтобы покататься по деревне. Увидев сотрудников ДПС на патрульной машине, испугался и решил скрыться. Во время погони на повороте не справился с рулевым управлением и въехал в забор. Оставив автомашину на месте ДТП, пытался скрыться, но сотрудники ГИБДД догнали его. Так как матери не было дома, вызвали на место старшего брата. Транспортное средство было помещено на спецстоянку. Составленные материалы грозят привлечением к административной ответственности. И в Стерлитамаке произошла дорожная авария с участием подростка. На пересечении улиц Социалистическая и Суворова 50-летний житель Гафурийского района за рулем автомобиля Део Нексия при повороте не уступил встречному скутеру Вента и столкнулся с ним. В результате аварии 17-летний водитель двухколесного транспорта с травмами был доставлен в больницу. Известно, что пострадавший молодой человек водительских прав не имел. Обгоняя в запрещающих местах или перед близко идущим транспортом, помни, ты каждый раз крутишь барабан и испытываешь удачу. На улице Смоленская города Мелеуз 36-летний житель Куиргазинского района за рулем грузовика КАМАЗ при повороте совершил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2109. В результате аварии 19-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Известно, что молодые люди занимались доставкой еды по городу. Проезд перекрестков как регулируемых, так и нерегулируемых требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Помните, что при подъезде к перекресткам с ограниченной видимостью следует быть особенно внимательным и осторожным. Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вам в случае неожиданного появления опасности остановить автомобиль. В Иглинском районе зарегистрировано ДТП с участием сразу 4 транспортных средств, есть пострадавшие. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, на 1525-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись автомобили Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Actros, Scania и Lada Niva. В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний водитель автомашины Volkswagen и 71-летний мужчина за рулем Нивы с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Зеленый свет и пешеходный переход не гарантируют безопасность. Переходя дорогу, сними наушники, сойди с велосипеда, возьми ребенка за руку. Госавтоинспекция Республики Башкортостан напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. В Уфимском районе зарегистрирован смертельный случай наезда на пешехода. На 1447-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 26-летний житель Татарстана за рулем автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на 55-летнюю жительницу Чешминского района, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в больницу, где через некоторое время, не приходя в сознание, скончалась. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными. Если на улице дождь или туман, видимость водителя ухудшается в несколько раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля на мокрой от дождя дороге, увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Все мы торопимся, стараемся успеть, сэкономить время. Но экономить можно по-разному. Экономь правильно. Сотрудниками ГИБДД города Уфы была задержана автомашина с запрещенными световыми сигналами. Во время несения службы на улице Авроры сотрудниками полка ГИБДД Управления МВД России по городу Уфа была остановлена Toyota Camry со цветной пленкой на лобовом и боковых стеклах. При визуальном осмотре в передней части автомобиля сотрудники полиции заметили установленные фонари-стробоскопы синего и красного цвета, что является нарушением законодательства. В соответствии с правилами дорожного движения эксплуатация транспортных средств запрещена, если спереди установлены световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого. За такое нарушение 28-летний водитель был привлечен к административной ответственности, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Оборудование было конфисковано. В Башкортостане провели Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В рамках акции специалисты РЖД и сотрудники ГИБДД напомнили водителям о соблюдении правил и раздали информационные памятки. ДТП, происходящие на переездах, как правило, отличаются фатальной тяжестью последствий. И по статистике основная причина таких аварий – человеческий фактор. Но до сих пор находятся лихачи, которые стремятся проскочить на красный. Специалисты РЖД регулярно занимаются профилактикой. Совместные с ГИБДД проверки на дорогах – хороший повод напомнить о правилах безопасности на опасных участках. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Diesel, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Чувствовать себя комфортно в своем доме и быть окруженным красотой. Не это ли главное желание человека? Предлагаем вашему вниманию Завидово Вилледж. Экологически чистый поселок недалеко от Уфы. Завидово Вилледж. Настоящая магия жизни на природе. Телефон для справок 294 308. Код города 347. Госавтоинспекция Республики Башкортостан приглашает на службу. Требования к кандидатам на вакантные должности. Возраст от 18 до 35 лет, наличие высшего или среднего специального образования, службы в вооруженных силах, водительского удостоверения и отсутствие судимости. Работа в ГИБДД – это полный социальный пакет, достойная стабильная зарплата и карьерный рост. Также имеется возможность получения профильного бесплатного высшего образования на базе Уфимского юридического института. За дополнительной информацией
можно обратиться в местные подразделения госавтоинспекции. В Уфе в полк ДПС ГИБДД УМВД России по адресу улица Лесотехникума, 20/1 или по телефону 8 347 279 33 29. На дорогах происходит много заслуживающих внимания событий, которые попадают в объектив видеорегистраторов и камер уличного видеонаблюдения. В нашей рубрике «Одним кадром» собраны самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. В столице республики девушка устроила танцпол на капоте чужого автомобиля. Видеокамеры зафиксировали: ранним утром в один из городских дворов приехала компания молодых людей. Одна из девушек, по виду нетрезвая, залезла на капот чужой автомашины и начала танцевать. На кадрах видно, молодой парень пытается ее остановить, но безуспешно. Личность танцовщицы установлена, теперь с ней разбирается полиция. А это видео, присланное подписчикам, демонстрирует, как важно быть внимательным на дороге. По имеющейся информации, в Уфе на улице Менделеева 40-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на 90-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Как отмечают комментаторы, водитель не виноват, что дедушка резко побежал за кепкой, которая улетела на ветру. Как сообщили, забитый жив. Автохамы всегда были и будут. Сюжет далее. Например, этот молодой мужчина за рулем Toyota Mark II в ночное время систематически устраивает ралли на дорогах близ аппарата правительства и военного госпиталя. Спрашивают, как найти нарушителя, который создает большую опасность на дороге и беспокоит шумом пациентов госпиталя. В свою очередь, руководство телепроекта «Дорожный патруль» приняло обращение в обработку, по итогу которой будут приняты меры. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.